Приветствую вас, дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра. И у меня для вас прогноз на 3 марта. Это у нас будет с вами понедельник. Смотрим на колоде «Цыганский пасьянс». 3 марта. Овны. Понедельник. Покажите мне, что Овна ждет в этот день. Какие события будут. Понедельник. Так, поехали, смотрим, Овны. Первое событие — Роза. Солнышко нельзя, к сожалению, уже соединить. Так, вижу еще Лебедя. Корону нельзя. Рыба. Успех нельзя. Подарок. Корабль. Так, сейчас я проверяю. Ага, есть еще гости. Чашка чая есть. Смотрим, здесь нет. Домик нельзя. Нет. И здесь нет. Так, у меня получается сильно смещено. Ну, сейчас, секунду, я подвину, наверное, чтобы был край лучше виден. Угу. Рассказываю, значит, что я тут понаходила вам на понедельник. Приятную встречу, Роза. Гармоничные отношения в паре, свидание и любовь. Да, верность. Дальше, вот еще есть колокольчик. Пустые разговоры, болтовня, гости. Да, вот с гостями, пустые разговоры, болтовня, приятная встреча, подарки, кстати, подарок, ожидание. И единственное негативное событие — это рыба. Рыба показывает скользкое дело, когда нас втягивают в какую-то неприятную ситуацию, историю. Ну, там какие-нибудь мошенники, аферисты и так далее. Предупреждение. Поэтому это предупреждение. Но в сочетании вот с такими событиями, да, такими там, как подарок, застолье, ну не застолье, а гости, там разговоры, приятная встреча, это может быть просто рыба, просто какая-то очень-очень вкусная рыба, которая вот как-то оставит впечатление, да, в вашей памяти в этот день. Так тоже иногда бывает, потому что иногда события вот проигрываются прям в лоб, что называется, да, ножницы, это там мы что-то вырезаем, книга, там что-то читаем, ну и так далее. Поэтому такая информация для вас, Овны. Смотрим дальше Тельцов. Так, Тельцы. 3 марта. 3 марта. События дня — Тельцы. Понедельник. Покажите мне, как пройдет понедельник у Тельцов. Какие события их ждут. Смотрим. Бокал. Первое событие у вас в понедельник. Разговор. Бабочка. Чемодан. Рыба. Весы.
Горизонтали, вертикали не нашла. Получается 5 событий. У вас может быть застолье в понедельник, скользкое дело, хитрость, обман, временная разлука, расстояние, деловой разговор. Возможно, знаете, как разговоры о какой-то дороге, как вариант. То есть не сама дорога, а именно разговоры, потому что рядом выпали. И сложный выбор. Вот такие события. В принципе, вот из предупреждений только рыба выпала. Что будьте начеку, какие-то аферисты, нехорошие люди могут вас заманивать в опасные ситуации в этот день. Благодарю за внимание и перехожу к близнецам. Так, смотрим близнецы. 3 марта. 3 марта. Понедельник. События дня близнецы. Как у них пройдет этот день? Покажите мне. Как у них пройдет понедельник? Слезы. Первое событие. Яблоко. Чашка чая. У вас много событий выпали по диагонали, сместились на одну карту. Месяц еще есть. Так, значит, хорошо. Смотрим. 3 события всего нашла я у вас. Первое событие — слезы. Но слезы, опять же, могут быть и слезы радости. Поэтому не всегда это слезы печали. Гости. Гости, слезы и события, которые имеют цикл, постоянно повторяются с вами. Вот в этот день. Может быть, потому что что-то оплачиваете или получаете, покупаете. Так что такая информация для вас. В принципе, если слезы проиграются со знаком плюс, тогда будет хороший день. Обычный, я бы сказала, не хороший, а обычный день. Смотрим дальше. Дальше будут раки. Третье марта. Раки. Понедельник, события дня. Первое событие — бабочка. Маску нельзя соединить. Успех. Второе событие. Подкова. Месяц. Цветочек нельзя. Шарики. Горизонталь, вертикаль не вижу.
Получается 5 событий. И все события, в принципе, у вас очень даже позитивные. Смотрите, деловой разговор, будет успех. Возможно, деловой разговор закончится успешно для вас. Успех, достижение победы. Лавровый венок – это венок победителя. Удача. Опять же, может быть, благодаря удаче будет этот успех. Позитивные радостные новости. И также еще может быть событие, которое имеет какую-то цикличность. Цикл происходит там раз в неделю, раз в месяц, там раз в декаду и так далее. Так что вот такой вот день, раки, для вас. Благодарю за внимание. Перехожу я к львам. Сейчас посмотрим, что будет у львов. Третье марта. Львы, понедельник, события дня. У вас первое событие корона, месяц, ключ, дерево, приглашение. Приглашение может быть от влиятельного человека. Домик нельзя. Друг, сердце, шарики нельзя. Так, якорь. Якорь есть. Якорь. Горизонтали, вертикали я не вижу. Получается, у вас, значит, по месяцу будет событие, которое имеет какой-то цикл, постоянно с вами происходит. Там каждого месяца 3 числа вы что-то делаете. Может быть так. Дальше общение с другом, приглашение, общение с каким-то очень влиятельным человеком. Корона, показывает статус, положение в обществе. Это может быть каждый месяц, там вы встречаетесь с этим человеком для решения какого-то вопроса своего. Ключ, перед вами открываются двери, и все у вас получается в этот день, все в ваших руках. И якорь может... еще вот есть тайна, не увидела сразу. Замок, открывается какая-то тайная информация, то, что было до этого от вас скрыто. И по якорю, возможно, вечер вы проведете где-то в одном месте. Так что вот такой вот день. В принципе, у вас все события хорошие. Смотрим дальше дев. Третье марта. Девы. Угу. Есть. 2 кольца. Также есть еще яблоко.
Бабочка. Рыба. Ключ. И ножницы. Теперь смотрим периметр, значит, с вами. Горизонталь, вертикаль не нашла. Получается, в этот день у вас может быть тайная встреча с кем-то, слезы, яблоко, деловой разговор, скользкое дело, хитрость, обман, поэтому будьте осторожны. Вас могут втянуть в какое-то дельце. Решение вопроса, ножницы и ключ. Перед вами открываются все двери, и все в ваших руках в этот день. Так что, ну, вроде как двери открываются, но, знаете, тут скользкие делишки. Главное никуда не попасть в какие-то неприятности. В общем, вот такое предупреждение для вас. Хорошенько все анализируйте в понедельник. Благодарю за внимание. Перехожу я к весам. Весы. Третье марта. События дня. Весы. Змея. Домик. Колодец нельзя здесь уже соединить. Слезы. Может быть, слезы будут из-за змеи. Еще рыба. Да что ж это за день такой? Слушайте, почти у каждого знака это рыба. День каких-то хитростей, обман. В общем, день афериста у нас будет в понедельник. Вообще понедельник, сам день, это день Луны. А Луна это всегда какие-то тайны, заговоры. Все, что делается за спиной, втихаря. Так, здесь нет, здесь нет. Сейчас я еще досматриваю. Не вижу. У вас много предупреждений. Ну, в принципе, как и у некоторых знаков. Змея. В этот день вы столкнетесь с человеком, у которого будет длинный, острый язык. Ну, с какими-то, знаете, подколками, замечаниями в вашу сторону. И рядом выпадает казенный дом, госучреждение. Может быть, это будет в госучреждении, это змея. Дальше. События дома в семье могут быть. Ну, какое-то событие. Иногда дом показывает занятия домашними делами, если никаких событий не намечается. Слезы и скользкое дело. Так что смотрите, в понедельник могут вас куда-то втянуть в какие-то неприятности. В общем, надо быть осторожными очень в понедельник. Надо посмотреть, интересно, что там на небе за конфигурация такая. Благодарю за внимание. Переходим к скорпионам. Смотрим. Скорпионы, 3 марта. Скорпионы, 3 марта. Опять эта рыба, ну это ужас какой-то. Преследуют прям все знаки.
Лебедь. Угу. Сундук, это хорошо. Очень-очень хорошо. Здесь не вижу. Так, смотрим. Нет, 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 нет. Конверт нельзя соединить. О, солнышко есть. Здесь нет и здесь нет. Получается, первое событие негативное – это рыба. Рыба – это скользкое дело, когда нас втягивают в какие-то неприятности, создают опасные ситуации, обманывают. В общем, весь этот негатив. Так что будьте осторожны, не станьте жертвой кого-то, не попадитесь на чью-то удочку. Дальше, значит, из хорошего – это в личной жизни гармония, верность, любовь, взаимопонимание, даже какое-то событие может быть. Дальше, по финансам хорошо, прибыль, доход, то есть любовь, финансы хорошо. И настроение. Вечером настроение прекрасно. Может быть, благодаря тому, что пришли деньги, личная жизнь, в порядке. Карта показывает, у вас будет хорошее настроение. Опять же, понимая о том, что будет эта рыба, ее можно избежать. Надо быть просто очень осторожными, никому не доверять в этот день. И тогда обойдем эту рыбу стороной. Благодарю за внимание. Перехожу к стрельцам. Так. Стрельцы, 3 марта. Угу. Прибыль. Первое событие у вас, стрельцы. Замок. Горизонтали, вертикали не нашла. Вижу только 2 события. Первое – это доход, это плюсик, будут финансовые поступления у вас, прибыль. И, возможно, откроется какая-то тайна в этот день. Что-то такое узнаете, что долгое время от вас скрывалось, пряталось. Так что такие 2 события основные. Благодарю за внимание и перехожу к козерожкам. Козероги. 3 марта. Козероги, 3 марта. Угу. Сразу же у вас выпадает успех, первое событие. Лавровый венок и колодец. От печали до радости называется. Череп нельзя соединить. Подарок. Успех, который принесет, может быть, даже какой-то бонус, подарок. Разговор. Угу, слезы. Видите, печаль тоже. Печаль с негативными эмоциями, со слезами. Весы.
удача. Домик нельзя. Здесь нет, и здесь не вижу совпадений. Получается. Первое — это успех вас ждет. Успех в работе, в делах. Подарок, деловой разговор. Удача в этот день. Сложный выбор. 2 варианта, из них придется выбирать. И негативное событие какое-то. Ну, может быть, это даже не событие, а просто какие-то переживания выпадают. Сильная и глубокая печаль и слезы. Может быть, опять же, это иногда, знаете, вообще вас не касается. Может быть, вы сильно переживаете за кого-то. Может быть, просто там, не знаю, фильм какой-то смотрите или там какую-то новость услышали. Поэтому тут такое тоже вполне возможно. Такая информация для вас. Ну, зато вас ждет и успех с подарками в этот день. Благодарю за внимание. Переходим дальше к водолеям. Третье марта, понедельник, события дня для водолеев. Как у них пройдет этот день? Какие? Ну, явно как-то с суматохой, наверное. Сразу такая энергия понеслась. Выбила у меня прям карты из рук. Водолей, 3 марта, понедельник, события дня. Покажите, как пройдет для них день. Дом. Первое событие. Деньги. Прибыль. И мешок, и сундук вам выпал. Деньги посыпятся на вас со всех сторон. Будильник. Яблоко, слезы, любовь. Слезы, может быть, слезы радости рядом с хорошим событием. Корона. Так, бокальчик нельзя. Здесь нет. Получается, в этот день могут быть какие-то события в семье, дома. Будет точно финансовые поступления, доход, возможно, даже из 2 источников, потому что выпали и деньги, и прибыль. Дальше, возможно, какие-то проблемы со временем в этот день. Там можете куда-то не успевать, спешить, несостыковки по времени будут. Поэтому смотрите, правильно распределяйте, давайте себе запасы времени, чтобы, допустим, не опаздывать. Плюс у вас выпадает встреча с очень каким-то важным, влиятельным человеком, корона. Вот, может быть, встреча с ним будет назначена, и вы будете торопиться. Дальше любовь, то есть все хорошо будет в личной жизни. И выпадает из негативных, ну, получится 2 события из негативных. Это будильник и слезы. Но, опять же, слезы не всегда негативные. Слезы иногда показывают слезы радости. Мы же можем и от радости плакать. Поэтому тут сложно сказать, как они проиграются. Ну, самое главное предупреждение – это время. Правильно рассчитывайте в понедельник время. Благодарю за внимание, водолей. Перехожу я к рыбкам. Так, рыбы. Наши именинники. 3 марта, рыбки. У кого день рождения сегодня, я вас поздравляю. Сейчас будем смотреть, что этот день вам приготовил. 3 марта, понедельник, события дня.
Поехали, рыбы, смотрим. Угу. Сразу же первое событие у вас, кстати, по-моему, только у вас выпали эти мечи. Конверт, чемодан, конфликт, разлука. Бокал. Ожидание. Сомнения. Весы. Будильник. Проблема со временем. Долгое ожидание. Исполнение желания. Застолье желания. Так, ну и, конечно, проверяем, смотрим, что здесь еще есть. Корону нельзя соединить. Здесь не вижу. Ага, и есть еще, к сожалению, колодец. Так, значит, смотрите, рассказываю. В этот день вы можете получить важную информацию, новость, сообщение. У вас может быть в этот день застолье, какая-то проблема со временем, будильник, ожидание, несостыковки во времени, да, плюс корабль ожидания выпал. Исполнение желания, сложный выбор, временная разлука, расставание, конфликт с кем-то и разочарование. Но опять же, так как событий много, скорее всего, возможно, 2-3 из них будут группироваться, ну, мне показывают просто, да, расширенно эту ситуацию. Ну, например, там это может быть, вот если выпадает по 2, они обычно по 2 и проигрываются. Например, там конфликт, который приводит к разлуке, или конфликт по поводу какой-то дороги, чемодан, который приведет к, ну, разочарованию, да, колодец, к сильным переживаниям. Или там сложный выбор, связанный ожидание и сложный выбор. Дождусь, не дождусь, там ждать, не ждать, надо, не надо, да, вот тоже могут вместе проиграться. Поэтому, ну, я стараюсь говорить вам по отдельности, чтобы, ну, не перекликать друг с другом, потому что у каждого может проигрываться по-разному. В общем, вот такой вот денек у вас будет, понедельник. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.